Воздушные атаки, разрывы снарядов, колонны танков, тысячи жертв, миллионы беженцев, горе, страх и боль. Война в Украине идет уже больше 5 месяцев. И если театр самих боевых действий – это юг Украины, то театр информационной войны – весь мир. Здравствуйте, это проект по разоблачению фейков о войне в Украине от Fact-Check KG. Меня зовут Руслан Харизов, и сегодня мы будем говорить о фейках военного времени. Самое начало так называемой российской спецоперации в Украине. Вооруженные силы России вместе с силами самопровозглашенной ДНР осаждают Мариуполь. 90% зданий в городе повреждено или разрушено. В Мариупольском театре укрываются люди, бежавшие от военных действий. 16 марта. Взрыв. Украинская сторона заявляет о российском авиаударе и 300 погибших в здании театра. Ракета попала прямо в центр драмтеатра. Мы были на первом этаже и не пострадали. Под этими завалами, возможно, много людей. 18 марта. Киев заявляет, что удалось вывести 130 человек, но могут оставаться еще 1300 человек. 4 мая. Associated Press считает, что нападение было гораздо более смертоносным и погибло около 600 человек. Агентство воссоздало события того дня на основе рассказов 23 выживших и спасателей. Human Rights Watch называет цифру в 500-700 человек, ссылаясь на слова людей, которые доставляли в театр продовольствия. Amnesty International назвала удар по драмтеатру военным преступлением. В ДНР версию авиаудара опровергли. Там считают, что здание подорвано изнутри безоболочечным взрывным устройством. Погибших, по их мнению, тоже гораздо меньше. Не 300, а 14 человек. Для усиления эффекта показывают разрушенный драмтеатр с дрона после расчистки завалов. Но если сравнить это видео с тем, что было снято сразу после взрыва, слова Куцурубенко о количестве жертв воспринимаются иначе. Насколько убедительны выводы следствия, при том, что никаких доказательств предоставлено не было, догадаться несложно. Свидетельства очевидцев, видео и расследования журналистов доказывают, что людей погибло значительно больше. Вывод – неправда. Представитель Генпрокуратуры ДНР называет очень сильно заниженные цифры погибших, не предоставив при этом никаких доказательств. Ну а вывод следствия о том, что это была не бомба и что российская авиация не выполняла тогда ударов по наземным целям, легко опровергается видеороликами, снятыми в Мариуполе в начале марта. Вот, к примеру, 9 марта. Воронка от авиабомбы. 10 марта. Центр города. 16 марта. Проспект Металлургов. Тот же день. Бассейн «Нептун». А вот видео, снятое сразу после трагедии. Виден взорванный дымящийся драмтеатр. И хорошо слышны сильные взрывы неподалеку. А это снимки разрушенного драмтеатра и зданий вокруг него со спутника. Вывод. Утверждения Генпрокуратуры ДНР не соответствуют действительности. Видео, снятые жителями Мариуполя в первой половине марта, фотографии со спутника, свидетельства очевидцев доказывают, город систематически подвергался авиаударам и обстрелам в марте 2022 года. Война – это еще и захват стратегических объектов. Запорожская АЭС уже несколько месяцев под гибридным контролем российских войск. Как утверждает украинская сторона, персонал станции работает, находясь в заложниках. На территории атомной электростанции размещены РСЗО «Смерч» и «Град», танки и бронетранспортеры, что само по себе угроза ядерной безопасности. В июле со станции начали обстреливать Никополь «Смерчами» и «Градами». На днях Энергоатом Украины сообщил, что российские военные разместили по меньшей мере 14 единиц техники в машинный зал энергоблока ЗАЭС. Продолжая атомную тему конфликта, издание «Царьград» пишет, что украинцы начали сбор на покупку атомного оружия. Адрес использования, я думаю, всем понятен. Проверяем. Первоисточник объявления – телеграм-канал «Выпускайте Кракена». В качестве подтверждения скриншот сторис в Инстаграм украинского бойца ВСУ Ростислава Тимчука. Он выложил в сторис коллаж с надписью «Собираем на ядерное оружие от народа Украины. Каждые 7 гривен важны». Внизу использована подпись фонда Сергея Притулы, который ранее успешно закрыл сбор на беспилотники Байрактар TB2. Во-первых, это неправда. В коллаже не указаны реквизиты, куда можно отсылать деньги. И фонд Сергея Притулы собирает деньги на два направления – гуманитарную помощь и военную амуницию. Во-вторых, это манипуляция. Купить атомную бомбу на публичном рынке просто невозможно. Российские СМИ сообщили, что в Украине запретили книги из Белоруссии, России и русскую музыку. Действительно, такой запрет есть, но под запретом не все книги и не вся музыка.
Вывод – полуправда. В Украину разрешено возить книги на русском языке, написанные авторами до 1991 года. Кроме того, разрешается ввозить русскоязычные книги, авторами которых являются граждане не из России и Беларуси, но они не должны содержать антиукраинскую пропаганду. В свою очередь, музыканты из России могут гастролировать, если они публично выступают за целостность Украины. В том числе под исключение попадают бывшие граждане России. Ну и последний на сегодня фейк, на этот раз родом из Украины. Ряд СМИ страны заявили, что российские военные украли крупнейшую в Украине солнечную электростанцию. Эксперты поспешили заверить, что сделать такое очень сложно. Снимки со спутника подтверждают слова экспертов. Станция продолжает работать. Вывод очевиден – это ложь. Это был проект по разоблачению фейков о войне в Украине от FactCheck KG. И я его ведущий Руслан Харизов. Будьте бдительны, критически воспринимайте любую информацию и не позволяйте себя обманывать.